Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Караульный Павел Владимирович. Я учитель математики городской классической гимназии. И сегодня предлагаю вашему вниманию видеоурок по подготовке к Олимпиаде в рамках проекта продвижения. Видеоурок называется «Экстремальные задачи по геометрии». Как вы знаете, задачи на максимум и минимум в школьном курсе не особо изучаются. Однако подобные задачи могут встретиться на Олимпиаде, а также на Олимпиаде мы можем использовать те методы, с которыми сегодня познакомимся. Итак, первое задание. Дана прямая и две точки А и Б, не лежащие на этой прямой. Требуется найти такую точку X на этой прямой, чтобы сумма расстояний АХ и БХ была бы наименьшей. Это всем известная задача Герона. Давайте рассмотрим, как она решается. Перед вами изображена прямая, две точки А и Б и точка X, положение которой мы должны определить таким образом, чтобы расстояния АХ и БХ в сумме были бы наименьшими. Для того, чтобы найти необходимое положение точки X, отобразим точку А симметрично данной прямой. Для этого проведем перпендикуляры. Далее проведем отрезок A'X. И заметим, что отрезок AX и A'X равны в силу построения. Треугольники AOX и A'OX равны. Следовательно, и равны AX и A'X. Поэтому вместо отрезка AX мне удобнее будет рассматривать отрезок именно A'X. На рисунке я его заменю. И тем самым получается, что мне нужно найти такое положение точки X, при котором бы ломаная AXB имела бы наименьшую длину. Несложно догадаться, что подобная точка будет находиться у нас на пересечении прямых A'B и заданной прямой. И тем самым мы находим необходимое положение точки X. Задача решена. При этом в конце стоит отметить интересный факт, что если мы изобразим наши отрезки, то можно заметить равенство углов в силу равенства треугольников, и угол A'XO и угол BXD, эти углы являются вертикальными. И если мы исключим из рисунка ненужные нам элементы, то заметим, что точка X располагается таким образом, что соответствующие углы на картинке равны. Это так называемый принцип отражения. Свет при отражении от поверхности он старается пройти по наименьшему пути. Этим принципом мы будем пользоваться в дальнейшем. Это нам пригодится. Что ж, переходим к следующей задаче. Задача номер 2. Внутри угла даны точки M и N. Требуется найти такие точки А и Б на сторонах этого угла, чтобы длина ломаной MABN была наименьшей. Дан некий угол, две точки M и N, находящиеся во внутренней области угла, и на сторонах угла отмечены точки А и Б. Так вот, требуется найти положение точек А и Б таким образом, чтобы ломаная MABN имела бы наименьшую длину. Для решения этой задачи поступаем аналогичным образом. Отображаем точку M симметрично относительно ближней стороны угла. То же самое делаем с точкой N. Далее я отмечу соответствующие отрезки. И точно так же, как и в предыдущей задаче, мы можем заметить, что у нас равны отрезки M'A и отрезок MA, а также равны отрезки NB и N'B. Поэтому мне удобнее заменить первоначальные отрезки на отрезки M'A и N'B. И вновь требуется найти какое-то положение точек А и Б, при котором бы ломаная имела наименьшую длину. И здесь мы поступаем аналогичным образом. Проводим отрезок M'N', и получаем точки пересечения со сторонами угла. Именно эти точки и следует выбрать в качестве положений точек А и Б.
точно так же, как и в предыдущей задаче, стоит отметить равенство углов. То есть здесь также используется принцип отражения. Ну и интересно отметить, что эту же задачу можно было бы рассмотреть и в ситуации, когда точка М и N совпадают. В этом случае решение было бы следующим. Мы также провели бы отрезок MN, получили бы точки, где стоит расположить точки А и Б. И примечательный факт заключается в том, что треугольник ABN в данном случае будет треугольником, у которого наименьший периметр. Этим принципом мы тоже будем пользоваться в дальнейшем. Эта задача полностью решена. Переходим к следующей. Задача номер 3. Дан угол ABC равный 30 градусам. Внутри угла в точке К находится бильярдный шар. Шар выпустили таким образом, что он отразился от стороны АБ в точке М и от стороны BC в точке N и вернулся в исходную точку. Требуется найти периметр треугольника КМН, если известно, что длина отрезка БК равна единице. Рассмотрим угол ABC и некоторую точку К, находящуюся во внутренней области угла. Отметим некоторые точки М и N, в которых, предположительно, этот шар будет отражаться. Нарисуем траекторию движения этого шара. У нас получается таким образом треугольник КМН. При этом нужно сразу же заметить, что шар в точке М отразится таким образом, что соответственные углы будут равны. Точно так же, как и в точке N, в силу того, что шар таким образом у нас отражается от поверхности. И далее мы будем решать задачу опять же тем же самым способом. Мы точно так же точку К будем отображать симметрично относительно сторон угла. Эта задача очень похожа на предыдущую задачу, в которой мы рассматривали частный случай, когда точки М и N у нас совпадали. Итак, отображаем точку К симметрично и получаем две точки К' и К2'. Отмечаем отрезки. И, собственно, мы получаем, что если мы проведем отрезок К', К2 штриха, то у нас точки М и N, они как раз будут лежать на пересечении отрезка К', К2 штриха со сторонами угла. Треугольники К'МО1 и КМО1 равны, и поэтому здесь также выполняется равенство углов. Ну, в общем, принцип здесь тот же. Далее предлагается провести отрезки К'Б, КБ и К2'Б. Я сразу отметил, что эти отрезки имеют одинаковую длину. Давайте разберемся почему. Во-первых, если мы рассмотрим треугольники К'БМ и КБМ, то очевидно они будут равны. И, следовательно, отрезок БК' равен отрезку БК. Абсолютно аналогично, с правой стороны мы также можем показать, что отрезок БК2' он равен отрезку БК. Тем самым мы получаем, что треугольник К'БК2' равнобедренный. Вот этот треугольник у нас является равнобедренным. Далее заметим еще, что у нас углы при вершине B, вот эти два угла, красным отмечены, они у нас будут равны, опять же, в силу равенства треугольников. То же самое можно сказать и про следующие два угла, которые обозначены двумя дугами, они также будут равны. И необходимо заметить, что в треугольнике К'Б, К2' угол при вершине B будет обязательно равен 60 градусов. Это связано с тем, что этот угол состоит из двух пар частей угла ABC. А мы знаем, что если треугольник равнобедренный
и содержит в себе угол 60 градусов, то он обязательно является равносторонним. И таким образом мы приходим к тому, что отрезок К' и К2' также равен боковой стороне, а следовательно и равен отрезку БК. Ну и окончательно, чтобы ответить на вопрос задачи, нужно заметить, что длина отрезка К', К2' в точности совпадает с периметром треугольника КМН. И тем самым мы приходим к тому, что периметр этого треугольника он равен длине отрезка БК, и следовательно периметр треугольника равен единице. Задача решена. Следующая задача. Задача номер 4. Из точки М, лежащей на стороне АБ остроугольного треугольника АБС, опущены перпендикуляры МП и МК на стороны БС и АС. Спрашивается, при каком положении точки М длина отрезка ПК будет минимальна. Изображаем треугольник АБС, отмечаем на стороне АБ точку М. Далее, из точки М мы опускаем перпендикуляры на стороны АС и БС. И я сразу здесь даже отмечаю отрезки, соответственно, одним штрихом и двумя штрихами, просто потому что я сейчас буду использовать все тот же самый принцип. Я точно так же буду отображать точку М симметрично относительно сторон АС и БС. В нашей задаче требуется найти такое положение точки М, при котором длина отрезка ПК будет минимальна. Для этого отображаем точку М симметрично относительно сторон АС и БС. Далее проведем отрезок К', К2'. Заметим, что в треугольнике К', М, К2' отрезок ПК является средней линией. Это значит, что длина ПК будет минимальной в случае, если отрезок К', К2' также будет иметь минимальную длину. Поэтому требуется найти положение точки М, при котором длина отрезка К', К2' будет минимальной. Для того, чтобы найти это положение, проведем также отрезки К', С, К2' С и МС. Точно так же, как в предыдущей задаче, все эти три отрезка будут равны в силу равенства треугольников. И точно так же, как в предыдущей задаче, нужно заметить, что углы, которые сейчас отмечены на рисунке, они будут равны в силу также равенства соответствующих треугольников. И так же, как и в предыдущей задаче, нужно заметить, что угол К', С, К2', он не меняется в зависимости от положения точки М. Он всегда имеет одну и ту же величину, и этот угол в 2 раза больше, чем угол АСБ. А теперь подумаем вот о чем. При каком положении точки М в треугольнике К', С, К2' сторона К', К2' будет минимальной? Так как в этом равнобедренном треугольнике угол при вершине не меняется, то это означает, что сторона, противолежащая этому углу, будет иметь минимальную длину в случае, если боковые стороны тоже будут иметь минимальную длину. А так как боковые стороны равны отрезку CM, то это означает, что отрезок CM должен иметь минимальную длину. Следовательно, отрезок CM должен являться перпендикуляром к стороне АБ. И в этом случае, если точка М будет являться основанием перпендикуляра, отрезок ПК будет иметь минимальную длину. Задача решена. Все те принципы, которые мы использовали сегодня при решении этих задач, можно использовать для того, чтобы решить еще одну задачу, задачу номер 5. В данный остроугольный треугольник требуется вписать треугольник наименьшего периметра. Для решения этой задачи
рассмотрим треугольник ABC и некоторые точки К, М и N, находящиеся на сторонах этого треугольника. Найдем такие положения точек К, М и N, чтобы периметр треугольника КМН был бы минимальным. Не нарушая общности, давайте будем работать сейчас с точкой К. Определим, где должна находиться точка К, чтобы треугольник КМН имел бы наименьший периметр. Для этого в очередной раз опять отображаем точку К симметрично относительно сторон АБ и БС. Проведем отрезок К', К2 штриха. И так же, как и в предыдущей задаче, поймем, что точка М, если она будет находиться на пересечении отрезка К', К2 штриха со стороной АБ, а точка N будет находиться на пересечении отрезка К', К2 штриха со стороной BC, то треугольник КМН будет иметь наименьший периметр. В данном случае этот периметр будет совпадать с длиной К', К2 штриха. И так как эта задача полностью повторяет предыдущую, то мы понимаем, что в данном случае треугольник КМН будет иметь наименьший периметр, только если точка К будет являться также основанием перпендикуляра БК. И как мы говорили в предыдущем задании, если точка К будет являться основанием перпендикуляра, то длина отрезка К', К2 штриха будет иметь наименьшее значение. А это значит, что и периметр треугольника КМН будет минимальным. А теперь рассмотрим ту же самую задачу, но только уже с позиции стороны АБ и точки М. Проводя абсолютно аналогичные рассуждения, мы придем к мысли, что точка М также должна являться основанием перпендикуляра CM. И по аналогии точка N также должна являться основанием перпендикуляра AN. И тем самым мы приходим к выводу, что треугольник МНК, вписанный в треугольник ABC, он будет иметь наименьший периметр, если его вершины будут являться основаниями высот треугольника. И этот треугольник, конечно же, как вы знаете, называется ортотреугольником. И этот треугольник будет иметь наименьший периметр. И очень интересно здесь также отметить, что вот эти углы на рисунке также будут равны. Тем самым задача у нас решена. На этом я с вами прощаюсь. Спасибо за внимание. Всего доброго.